Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапорылиже тендандене Эльвира Америка гыч. Сегодня я приглашаю вас в путешествие по городу, который окружен огромными горами Уасач и Акуир. В город, который получил свое название от расположения на соленом озере Салт-Лейк-Сити. Salt – это соль, Lake – это озеро, City – это город. Солт-Лейк-Сити. Приглашаю вас в город, где проходили зимние Олимпийские игры в 2002 году. И вы уже видели видео, где я вас знакомила с курортом Солтейр. Я обязательно прикреплю мое предыдущее видео, которое вы снова сможете пересмотреть. Этот город основан в 1847 году. Население на 2019 год составляло 200 567 человек, с пригородами 1 миллион 300 тысяч. Салт-Лейк-Сити не только столица штата Юта, но это самый крупный город штата, промышленный, торговый и финансовый центр. В Солт-Лейк-Сити расположена международная штаб-квартира Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Основатели города около 50% жителей, а я бы сказала, наверное, даже и больше, это мормоны. А теперь немного из истории. 24 июля 1847 года первые мормонские пионеры во главе с Бригамом Янгом организовали поселение в районе Большого Соленого озера. Солт-Лейк-Сити в 1840-е по 1850-е годы служил перевалочным пунктом для переселенцев в Калифорнию. До того, как появились поселения мормонов, на протяжении тысячелетий на этих землях проживали индийские племена – Шошоны, Юты и Паюты. Соединенные Штаты Америки считали землю государственной собственностью, и государство никогда не признавало право собственности на нее за племенами индейцев. После прибытия в Солт-Лейк-Валли, это долина, Бригам Янг указал место для строительства храма Солт-Лейк, который впоследствии станет известной достопримечательностью города и визитной карточкой мормонов. Храм строили 40 лет. Площадь, где построили, получила название Храмовая площадь. В данное время эта церковь находится под реконструкцией. Долгое время между мормонами и федеральным правительством возникали разногласия по поводу полигамии, многоженства. Сам лидер мормонов Бригам Янг был женат на 55 женщинах и имел 57 детей от этих женщин. Чтобы разместить большую семью, Янг построил усадьбу
Lion House, где у каждой женщины были отдельные апартаменты. Вы видите американскую карикатуру 1877 года. 12 жен Бригама Янга оплакивают его смерть в супружеской постели. В итоге, после долгих разногласий с федеральным правительством, в 1890 году церковь мормонов запретила многобрачие, и, говоря про правительство штата Юта, лидер мормонов Бригам Янг был первым губернатором штата Юта. В центре города, или, как говорят, Downtown Temple Square, на Церковной площади, можно увидеть главную достопримечательность города – церковь мормонов. Сейчас на реконструкции, как я уже сказала, а рядом находятся другие административные здания, в том числе большой актовый зал, где мы послушали органную музыку. А до этого из улицы мы слышали хор с органом. На пешеходной дистанции расположены галереи искусств, магазины одежды ведущих брендов, салоны, рестораны и кафе. Head east on South Temple. In a quarter mile, turn left onto North State Street. А это мы едем к Капитолию штата Юта.
Это было еще в мае месяце, и цветущая вишня еще больше украшала город. День был воскресный, очень теплый и яркий, и горожане, и гости столицы штата Юта, Солт-Лейк-Сити, наслаждались солнцем в парке возле Капитолия. Несмотря на воскресный день, Капитолий был открыт, и я была удивлена, спросила мужа: «Сегодня же воскресенье, разве Капитолий открыт?» А муж сказал: «Ты забыла нашу конституцию, for the people, то есть для людей». И действительно, Капитолий был открыт. На первом этаже Капитолия расположены экспонаты, связанные с историей штата Юта. Мраморные полы и купол Капитолия штата Юта идентичны тем, которые находятся в здании, где заседает Конгресс США в городе Вашингтон, Д.С. Архитектурный стиль Капитолия – неоклассицизм. Капитолий штата Юта, Юта State Capitol, проходят заседания легислатуры штата, состоящая из Палаты представителей и Сената штата Юта. Также находятся офисы губернатора и вице-губернатора штата Юта. В 2004 году была реконструкция Капитолия, чтобы Капитолий мог выдержать землетрясение с магнитудой 7,3 балла. В некоторых офисах были поставлены пуленепробиваемые стекла. Архитектура города сильно отличается от восточных городов Америки. Здесь еще больше сделано заботой о людях. И на строительство города оказала культура мормонов, религиозной конфессии. Нам удалось немного пообщаться с мормонами, и хочу сказать, что они очень добродушные и приветливые люди. Eagle Gate, Орлиные ворота, очень интересная конструкция, находящаяся в центре города. Дизайнером этих ворот был сын Бригама Янга
лидера мормонов. Выходцы из Китая прокладывали большую часть железной дороги в Солт-Лейк-Сити и таким образом основали также процветающий Чайна-таун в Солт-Лейк-Сити. Солт-Лейк-Сити оставил незабываемые впечатления. Огромные горы, необычная архитектура, приветливость и улыбка людей – все это заставляет нас вернуться обратно. Спасибо за просмотр. Я верю, вам понравилось мое видео. Нажимайте на знак с большим пальчиком. Подписывайтесь на мой YouTube канал, распространяйте мое видео и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Тау ончымаланда видеом шараза кö возалтын огыл мыйын YouTube каналышкем возалтса, кугу парня палым темдалаш ида мондо, тажа да пиалан лийза. Тендан дене лийын Эльвира Америка гыч.